2017 году в Миннац поступило 5580 писем, из них более 200 тысяч обращений граждан. В основном это жилищные вопросы от вынужденных переселенцев из Чеченской Республики и Северной Осетии. Также вопросы жилищного обустройства русскоязычных граждан и граждан, выехавших из районов Крайнего Севера. Проведена работа по выдаче государственных жилищных сертификатов 222 двум семьям вынужденных переселенцев на общую сумму 807 миллионов 320 тысяч рублей. И двум семьям переселенцев из районов Крайнего Севера, приравненных к местностей, на общую сумму 13 миллионов 709 тысяч рублей. Принято участие в работе комиссии по проверке и анализу учетных дел вынужденных переселенцев из Чеченской Республики по распределению жилья в рамках подпрограммы социально-экономического развития Республики Ингушетия на 2014-2016 годы. Улан Евлоев рассказал, как реализуются государственные программы. Особое внимание уделялось подпрограмме духовно-нравственного воспитания населения. В 2017 году в регионе прошли масштабные мероприятия. Это торжественный митинг, посвященный победе в Великой Отечественной войне, акция «Бессмертный полк». Более 8 тысяч граждан республики с гордостью пронесли плакаты своих отцов, дедов и прадедов. В 2017 году Министерством реализована государственная программа укрепления межнациональных отношений и развития национальной политики, которая включает следующие 6 подпрограмм. Это духовно-нравственное воспитание населения, укрепление единства народов, гармонизация межнациональных отношений, возвращение обустройства русскоязычного населения, профилактика терроризма и экстремизма, профилактика правонарушений на территории Республики Ингушетия, обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия, укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики и общепрограммные мероприятия. Большая работа миннацам проделана и в рамках реализации подпрограммы укрепления единства народов и гармонизации межнациональных отношений. Масштабной акцией стал этнографический диктант, который прошел на нескольких площадках региона, в том числе и на башне Согласия в Магасе. Организовано восхождение на Столовую гору, привлекающее большое внимание населения, особенно молодежи, к возрождению ингушских традиций. 31 октября на мемориале памяти жертв осени 1992 года в городе Назрани организована акция, приуроченная к трагическим событиям осени 1992 года в пригородном районе. Около 3000 жителей из разных населенных пунктов республики пришли отдать дань памяти жертвам и без вести пропавшим в дни трагедии Долгоречского царя. Принято участие в организации и проведении ежегодного фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Также Улан Евлоев рассказал о мероприятиях, которые проводились в рамках программы «Профилактика и противодействие идеологии экстремизма и терроризма». Затронули тему и о жителях, уехавших в Сирийскую республику. В отношении них возбуждено 120 уголовных дел. Второй в повестке коллегии отчет руководителя НТРК. Куреш Агасиев рассказал собравшимся о возможностях и эфирном времени телеканала. Директор телекомпании отметил, что основу вещания составляют информационные программы, в частности «Новости 24». Это «Новости 24». Добрый вечер. Корреспонденты новостей всегда в курсе важных событий региона. Также основу контента составляют Кердахуамаш, новости СКФО, итоги недели. Часовая утренняя программа на тематическое вещание отводится 5,5 часов. В 2017 году редакции производили 60 передач в неделю. Из них более 20 новые. И в их числе и полюбившаяся телезрителям программа «Шуанлярха Илья». По структуре вещания телевидения было запланировано производство и выдача в эфир из общего суточного объема 7 часов оригинальных программ, то есть то, что мы создаем сами. Фактически произведено и выдано в эфир за прошедший год в среднем в сутки 9 часов оригинального контента нашей программы. То есть тут почти на 26%, точно на 26% больше произведено программ. За счет этого нам удалось количество повторов снизить с 8,5 часов в сутки по госзаданию до 6,5 часов. 8 часов суточного эфира занимает покупной контент. Ну и полчаса это реклама, социальная реклама, промо, анонсы и прочие наши программы. Ну а если говорить о последних проектах, это авторская программа Хавы Султыговой, в деталях, в которой ведущая рассказывает о важных и ярких событиях в жизни республики. Каждый год в России на государственном уровне наделяется особым статусом, носит свое имя и посвящается определенной актуальной теме. Вещание тематических телевизионных программ на социально значимые, культурно-просветительские, детско-молодежные и спортивные темы составило 2100 часов в год. В 2017 году наше радио начало свое полноценное вещание на собственной частоте 88,8 FM. Новая радиостанция – это еще один шаг в создании единого информационного пространства республики. Программная концепция вещания национального радио охватывает весь спектр вопросов от экономических, социальных, культурных до религиозных.
Особо хочу подчеркнуть, что в госзадании 2017 года объемы радиовещания были установлены впервые. И сразу на 24 часа в сутки, 8760 часов. Подводя итоги коллегии, Улан Евлоев отметил стабильную ситуацию в сфере межнациональных отношений и обозначил задачи на 2018 год. Рина Цычоева, Магомед Урусханов, Новости 24.